Больше 200 тысяч яиц в сутки. Сегодня эти объемы здесь никого не удивляют. Хотя еще 1,5 года назад, когда проблемную Сыктывкарскую птицефабрику взяла под свое крыло Зеленецкая, никто не верил в быстрый результат этого объединения. Сейчас новое структурное подразделение работает стабильно и уже замахнулось на модернизацию. Оборудование уже закупается, идет ремонт помещения и будет установлено там новое оборудование. То есть мы закроем те цеха, которые у нас уже с изношенным оборудованием, это большие затраты, а установим новое оборудование, в котором яйцо будет производиться более высокого качества. А свой завод по производству комбикорма позволит предприятию существенно снизить расходы. В первую очередь объекты планируют запустить в этом году. Уже действует своя железнодорожная мини-станция, идет монтаж металлоконструкций. Но пока все корма хозяйство покупает. И на них не экономит. За меню для поголовья следят особенно пристально. Ведь это ключевое звено в большой технологической цепочке. Работает она без сбоев. Но на финишном этапе появились проблемы. Реализовывать мясо птицы, когда на рынке переизбыток, становится все сложнее. Экономические сложности депутаты и аграрии обсуждают уже на круглом столе. Пока фермеры вспоминают сложную уборочную кампанию прошлого года и готовятся к новым весенне-полевым работам, региональный Минсельхоз еще раз призывает плотнее заняться землей. К тому же федеральный центр готов помочь в покупке современной техники для мелиорации. На сегодня имеющаяся техника никакая абсолютно. На этом рынке работает всего 4 предприятия. У всех техника полностью изношена. Одно название от этой техники. Сейчас более современная техника, более оснащенная, поэтому мы будем более универсальные. Мы будем подбирать перечень этой техники и будем заявляться через Минсельхоз, чтобы помогли нам в приобретении вот этой всей техники. 2018 подхватит строительную эстафету прошлого года. Откроют 3 крупных животноводческих объекта, продолжат реализацию 2 больших инвестиционных проектов. Наш современный строящийся Сосногорский тепличный комплекс. Это тоже такой современный, инновационный и, на мой взгляд, перспективный проект. Форелевое хозяйство на базе Сосногорской ТЭЦ. Это тоже объект, который станет элементом развития аквакультуры Республики Коми. Депутаты заявили, пересмотреть аграрный бюджет готовы. К тому же переформатировали главный документ совместно с профильным министерством. Увеличили поддержку для фермерских хозяйств, увеличили финансирование сельхозкооперативов. В том же Сыктывдинском районе уже появилось 4 новых объединения фермеров. У них много вопросов, часто касается по, во-первых, оказанию помощи государством со стороны муниципалитета для начала работы сельхозкооперативов. Второе направление, конечно, сбыт, который вопросы задают, куда начинать сбывать. Вот эти 2 момента мы сейчас после этих, как минимум, уже с 4 организациями встречались. И в любом случае мы с ними будем дальше проводить работу для того, чтобы к окончательному итогу подвести. Приоритетным направлением остается и поддержка сельских семей. И в 2017-м на строительство жилья направили больше 90 миллионов рублей. Объемы сохранят, но ужесточат правила. Впредь каждому получателю придется вовремя отчитываться о потраченных бюджетных рублях. Пока же есть нерадивые сельчане, которые до сих пор не поставили свой новострой на учет. А значит, не могут подтвердить, что социальную выплату направили в нужное русло. А ведь суммы порой превышают 2 миллиона рублей. Виктория Палкина, Олег Жуковский, телеканал Юрган, Сыктывдинский район.